Война есть убийство. И сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить это убийство, и как бы они себя ни называли, убийство все равно самый худший грех в мире. Так говорил великий писатель и гуманист Лев Николаевич Толстой. Он жил на Кавказе, а именно на чеченской земле. В станице Старогладовской Шелковского района Толстой написал свое первое произведение. Знал ли Лев Николаевич, что через 1,5 столетия его высказывание подтвердится в очередной раз? В течение всех лет анархии и беззакония на чеченской земле первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Абдулхамидович Кадыров, зная, что идеология новоявленного ваххабитского толка принесет республике только горе и страдания, стал на защиту своего народа. Несмотря на чрезвычайно сложную обстановку в республике, Ахмат Хаджи Кадыров блестяще справился с поставленной задачей. Справился и в первую очередь потому, что в своей деятельности опирался на народ и руководствовался исключительно его интересами. Я тогда не смог остаться в стороне. Я стоял на той позиции, на которой я сегодня стою. Эта позиция – очистить нашу республику от нечисти и несправедливости. И я ничуть, никогда не сомневался и не сомневаюсь, что победа будет за нами. Сегодня Чеченская Республика – динамично развивающийся субъект Российской Федерации. В ее городах нет следов от тех военных действий, разрушивших когда-то всю инфраструктуру региона. Отдельные же факты экстремистских проявлений говорят о том, что невнимание к этой проблеме может обернуться ростом напряженности и дестабилизацией обстановки. Особенно печально, что в авангарде экстремистов оказались молодые люди от 18 до 25 лет. Нельзя сказать, что у молодежи сегодня нет возможности учиться, ведь высшее образование имеет большинство молодых людей в республике. Дело здесь в воспитании, а точнее в его отсутствии. Как не раз говорил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, здесь не может быть пауз или отдыха. Поэтому по его поручению в республике была разработана единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения и комплекс мероприятий данной программы. Реализация одного из них, месячника информационного противодействия экстремизму и терроризму, началась с 1 февраля 2013 года. Старт ему дали на совещании, которое прошло 31 января во Дворце молодежи под председательством директора департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Баили Тевсиева. فكياتشبر انك سنه فرقتوا لنا باتعه اوصل اعماء واصلوا بيدو حق ويقربوا عامق بيدو يبدلنيشما ويا كنسبسي دربات وتي هشه полностью идеологического конца чека фишею ويسوقها واو بي الله وين وتشوفوا تبينا. Месячник организован и проходит при содействии Департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики, Министерства Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации, Духовного управления мусульман, ГТРК «Войнах», телерадиокомпании «Путич» и ГТРК «Грозный». К реализации данного проекта привлечены администрации муниципальных районов республики. молодежь, зайчь вахожи, мостов приследишь, ищет вахожи, кто бы бьют свой сердце. Но, в общем, обстановки, что харичка, не все слушают нас. Мы собраться думай. А опять очередной хардук на обложке. Целый год вождем дома. Директор выручила врачки лучше. И он дошло, к сожалению. Мне кажется, что вот вокруг чего-то надо объединить молодежь. В рамках месячника проводятся совместно с общественными объединениями республики мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. Съемка проповеди духовенства, размещение роликов с проповедями в социальных сетях, размещение баннеров, статей в республиканских изданиях и электронных ресурсах, проведение кинолекторий для школьников. Диски с фильмами для показа предоставила телерадиокомпания «Путь», а по итогам данной работы пройдет итоговая пресс-конференция. По словам заместителя директора Департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Абдуллы Истамулова, координация работы общественных и религиозных организаций в сфере противодействия экстремизму и терроризму является одним из направлений работы департамента. Экстремизм – это крайность, в первую очередь, взглядов. Крайность взглядов
побуждает действие, тоже крайнее. Самая уродливая и жестокая его часть и выход экстремизма – это терроризм. Уже сотни лет эти организации и за ними стоящие ведомства, специальные службы и так далее, институты, они уже достигли совершенства в этом черном деле. Мы с вами это испытали и на себе тоже. Слава Аллаху, путем и стараниями руководства Чеченской Республики и народа его, в меньшей степени мы с вами в этом теперь задействованы. В меньшей степени, чем остальные республики. Но, что мы можем противопоставить? И здесь департамент принял решение и стал инициатором проведения месячника. Повышение информационного противостояния экстремизму. В чем оно заключается? То есть аккумулирование абсолютно всех ресурсов, которые у нас есть, под координацией департамента противостоять, даже где-то, ну скажем, сыграть на опережение. У экстремизма еще масса причин и проявлений. Немаловажной проблемой является выработка общегражданской идентичности. И начинать нужно с духовного, гражданского, интернационального воспитания. В этом отношении у современного общества есть серьезные пробелы. Если эти пробелы не заполнить общечеловеческими ценностями, они будут заполнены агрессией и поиском виновных во всех бедах. Только начинать нужно не завтра, а уже сегодня.